ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Пятница, 15:30. Городская администрация. Градостроительный совет. Главный вопрос сегодняшнего совещания – благоустройство территории и строительство детской площадки на улице Гоголя. Пустырь между домами номер 1 и 2 непригоден для строительства, так как является прибрежной зоной. Поросшее бурьяном место занимают разве что мусорные контейнеры. Не секрет, что в Ухте много пустырей, а вот оборудованных зеленых зон для отдыха очень мало. Этот факт не давал покоя одному из жителей города. Александр Любезнов обратился в администрацию с предложением сделать на пустыре детский сквер за свой счет. Эта идея возникла, в общем-то, уже года 2 назад. Я живу в этом районе и постоянно прохожу, проезжаю там, вижу весь этот непорядок. То есть территория вроде бы и свободная, ну и занята чем-то непонятным, мусор, все. Поэтому, в общем-то, я руководитель предприятия, одного из предприятий города. Значит, есть возможность финансовая, ну и желание, конечно, обустроить город, поскольку он наш город. Начинание ухтинца в отделе архитектуры поддержали и предложили создать проекты будущего сквера. Эту работу администрация выполнила совместно со студентами УГТУ. Будущие архитекторы с энтузиазмом взялись за дело. На сегодняшнем совещании на суд комиссии было представлено 4 проекта. Самый лучший и оптимальный сочли разработку Виктора Миронова. Скорее всего, его работа ляжет в основу нового сквера. Мы посотрудничали с кафедрой архитектуры Ухтинского государственного технического университета, со студентами. Естественно, на безвозмездной основе они нам разработали эскизные проекты, по которым мы в дальнейшем будем прорабатывать уже проектную документацию и внедрять ее, пытаться в данном случае ее реализовать. Будущий сквер будет включать в себя спортивные и детские игровые зоны, беговую дорожку и скамейки для отдыха. В администрации уже ведется работа еще по 3 подобным проектам. В работе также участвуют студенты УГТУ. А на территории будущего сквера по улице Гоголя скоро начнутся подготовительные работы. Уже оформлены документы на перенос стоящих там мусорных контейнеров. Сам же сквер, по мнению Александра Любезнова, появится не раньше, чем через год.